что же такое может быть национальная идея. Она была до того, как пришли мы. Мы разобщены, мы атомизированы, мы не умеем думать друг о друге. Может быть, вот это и есть стратегия выживания. Здесь тоже очень длинный вопрос. Один очень длинный вопрос. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Цинником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем спрабаваць адшукаць, сфармуляваць, прамовіць, намацаць беларускую нацыянальную ідэю. Як заўсёды, вядучыя ў студыі Максім Гаруноў, Зміцер Лукашук і наш сённяшні адмысловы госць, рэжысёр, кінадакументаліст Юрый Хашчывацкі. Спадар Юрый, Так. А давайте пачнем вось з традыцыйнага дзесьці пытання, але вот не ўсе знаходзяць на яго адказ. А калі пакуль не фармулюем нацыянальную ідэю, а просто вызначаемся з тэрмінамі. А вы ведаеце, што гэта такое нацыянальная ідэя? Ой, вы знаете, во-первых, привитание всем, так само, а во-вторых, я всегда тоже думал, а что же такое может быть национальная идея? Я сразу должен оговорить. Я считаю, что человек, который будет говорить вам о том, что он нашел национальную идею, лучше всего его сразу изолировать, чтобы не натворил беды. Это абсолютно... Я уверен в этом. Кто не верит, может проверить, но не советую. Но все-таки национальная идея, она существует. Вот однажды я ее увидел, так сказать, в первородном состоянии, когда впервые приехал в Амстердам. Там стоял такой ветер, там так рвались облака, что я понял, что голландцы, а они говорят, это для нас обычно, это обычный ветер. И я понял, что голландцы обязательно будут строили паруса, ставили бриги и начинали ходить по океану, по морям и тому подобное. Это природное, то, что в них было заложено с самого начала. Вот отсюда, наверное, начинается национальная идея. Или же, например, возьмите Соединенные Штаты. Кто туда ехал из Европы? Протестанты, как правило, которых преследовали, которые мечтали о своем клочке земли, о свободе, в том числе в первую очередь свободе совести, чтобы им разрешали молиться так, как они хотят, да, и мечтали о своем клочке земли, о доме, о семье, у протестантов семьи большие, да. Вот они приехали, и они начали строить, они не формулировали национальные идеи, они начинали строить ту жизнь, о которой мечтали. И в результате они получили самое мощное, самое лучшее в мире государство. Понимаете? Вот, собственно говоря, национальная идея, если она и должна существовать, в чем я не уверен, она должна существовать в глубинности, в фундаменте каком-то народном. Вот там она существует, там она, очевидно, присутствует, оттуда все. Вот, например, возьмите евреев в рассеянии, да? Какая у них, разве у них бывала национальная идея? Я ж тут не слышал национальной идеи, кроме мечты вернуться на землю обетованную. Но растить детей, дать им образование, на этом была построена каждая еврейская семья. Ну, практически, не 100%, конечно, но практически. И это фактически давало импульс к тому, чтобы развиваться, к тому, чтобы жить нормальным образом. Вот, собственно говоря, как рождаются, может быть, какая-то не то что национальная идея, а национальная опора. И кроме всего прочего, во-первых, самоидентификация для этого нужна. Вот мы, допустим, едем в поисках свободы, да? Или мы обожаем паруса. Ну вот
то, о чем мы говорили. Мы обожаем ветер, который нас несет вокруг земли, да? Или мы все положим для того, чтобы вырастить своих детей, дать им образование. Вот отсюда начинает очевидно рождаться национальная идея, которую, опять-таки, я говорю, лучше не формулировать, потому что тот, кто ее будет формулировать и насаждать, очень быстро превратится в Гитлера, в Ленина, в Мао Цзэдуна, в Пол Пота и тому подобное, потому что это все очень опасно. Опасные игры. Ну, калі вот сказаць, што падмурак для нараджэння нацыянальнай ідэі, як вы сказалі, у галандцаў, гэта ветер. Да. У амерыканцаў, США, там вот этот, каб маліцца так, як яны хочуць. Ну, там ці свабода, самавыяўлення, свабода. Да. У габрэяў адукацыя для сваіх дзяцей, там, навучыць іх добра лічыць грошы і гэтак далей. У беларусаў, на вашу думку, вот что в этом подмурку? Я думаю, что мало чем отличается от, например, еврейской жизни. О том, чтобы добиться своей, построить свою семью, сделать ее заможной. Это хорошее слово, потому что я не вижу аналогов в русском заможное, да, ну, обеспеченное, очевидно, да, чтобы были все здоровы. Это могло бы быть, но мне кажется так, но мне кажется, что все это очень серьезным образом было потеряно. Вот здесь на территории Беларуси. Это было потеряно, как мне кажется, в течение столетий раздрая, прихода оккупантов, войн, русификации и так далее. Вот если, вот, например, вот я много снимал в Грузии, да, и я видел, грузины, они очень разные люди. Они по-разному. Кто-то любит Саакашвили, кто-то не любит. Кто-то такой же ватник, как и в России, да, по своим политическим представлениям, да. А кто-то, наоборот, там, демократ, революционер вообще и тому подобное. Но их всех объединяет что? Их всех объединяет грузинский язык. Родной язык и их грузинское православие, грузинская православная церковь. Это видно, что есть скрепы национальные. Такое слово сейчас, скрепы, жуткое, потому что оно используется вообще не по делу, но на самом деле скрепы-то они все равно есть. Просто сапсованное слово. Да, но слово это испортили. Точно так же, как испортили георгиевскую ленточку, да, потому что у моего отца на ордене славы георгиевская ленточка, да. И я повесил его орден у себя дома, ко мне приходят и говорят, а что это у тебя колорадская там лента? Ну, вы что, ватник, да? Я говорю, да, ты же ватник. Я говорю, ребята, вы не знаете, это орден славы, это высшая солдатская награда, да. Как я могу? Я горжусь этим, но то, что ленточку испортили, то да, вот точно так же испортили слово «скрепы». Но эти скрепы все равно существуют какие-то, и их надо возвращать, потому что ведь о национальной идее можно, наверное, говорить тогда, когда есть нация, когда она возникла. Я говорю не о национальности, я говорю о нации. Нация должна возникнуть. А что такое нация? Это люди, которые умеют видеть друг друга, умеют друг другу помогать, умеют вместе решать какие-то общие проблемы. А обратите внимание, насколько сегодня это не так. Значит, нации нема белорусской. Ну, мы хотим, чтобы она была. Я хочу, чтобы она была. Я все делаю для этого. Но я не вижу, что она есть. Я вижу изумительных, грамотных, замечательных людей, которые здесь есть, но я не вижу по-настоящему нации. Когда протестуют студенты, я вижу, как идут мимо предприниматели и посмеиваются.
Потом, когда я вижу, как гоняют предпринимателей, я вижу, как студентам наплевать на них. И так далее. Вы понимаете, мы разобщены, мы атомизированы, мы не умеем думать друг о друге, мы не умеем сочувствовать, сопереживать и жить чужими интересами. А те, чьими интересами мы не хотим жить, не живут нашими интересами. И на этом нас вылавливают. На этом нас и поймали. Поэтому мы бессильны. И когда нам говорят, что вот, мол, в Беларуси не существует сильной оппозиции, например, да? Да, ребята, бросьте! В Беларуси нет общества, которое могло бы поддержать свою оппозицию. Вот в чем все дело, вот в чем главная слабость. Я тогда возьму на себя роль адвоката дьявола. Давайте. Вот. И, ну уж как-то вы очень уж приятно вы сказали. А вот вы, когда говорили о голландцах, вы сказали о парусах. Вот да. У них там паруса. Вот, и паруса, и этот ветер, и возможность путешествовать по всему миру, это вот открытость голландцев, это ощущение свободы, ощущение того, что, в общем, даже если ты там еврей, ну, будь евреем, будь католик, будь католиком. Вот, пожалуйста, все свободны, все говорят. Недавно читал такую небольшую книженцию про Голландию, и там было хорошо сказано о том, что как бы, там, это настолько интересная страна, что было несколько споров по поводу того, кто имеет право ловить селедку в каком-то там районе Балтики, там какая-то вот эта часть Амстердама или эта часть Амстердама. И в итоге состоялся богословский спор на эту тему, где-то там в университете. Вот. Ну, в общем, вот ветер и море их сформировали. Так вот, если мы говорим о Беларуси, вы сами сказали, что Беларусь – это, в общем, такой полигон, по которому все время прокатываются какие-то вот эти армии, да, то есть с востока российская вот, армия прокатывается на запад, с запада немцы прокатываются на восток, и французы. Да, французы, ну, в общем, вот все подряд. Все, поляки. Шведы, когда спускаются для того, чтобы грабить Польшу, они зачем-то проходят мимо Беларуси, хотя нужно, конечно, идти в обход через Прибалтов, их не жалко. Вот. И, в общем, можем ли мы сказать, что белорусская нация существует? Это вот мой тезис, как тезис адвоката дьявола. Белорусская нация существует. И эта нация, которая она сформирована набегами этими постоянными, да? Точно так же, как голландцы сформированы ветром. Да? И то, что вы называете у белорусов неправильным, с точки зрения людей, которые живут на территории, которые там каждые 10, там, 15, 20 лет, по которой прокатывается просто фронт со всеми сопутствующими, да, там, с карательными отрядами, с грабежом, с насилием, да, с абсолютно там, зонами бесправия, да, с голодом, с болезнями, ну, со всем, что с этим связано, да, то вот белорусы, какие они есть сейчас, они идеально адаптированы к этой ситуации. По Беларуси сейчас может прокатиться какая-нибудь очередная волна, неважно, в каком направлении она будет двигаться. С юга на север, с севера на юг, с запада на восток, с востока на запад. И белорусы, вот как они сейчас организованы, да, они вот как раз в этой ситуации и выживут, потому что они к этой ситуации готовы. И в этом смысле, вот абсолютно, вот вы сейчас говорите, что белорусы студенты не обращают внимания на проблемы бизнесменов, бизнесмены не обращают внимания на проблемы. То есть все не обращают на проблемы друг друга. Вот в условиях, когда у тебя линия фронта, за линией фронта, и как бы вот постоянно какие-то военные отряды бегают, да, может быть, вот это и есть стратегия выживания, да, и вот давайте завершу свой спич. Вот есть два города, есть Варшава, и есть Прага. Варшава была полностью снесена, да, просто вот до основания. Ее потом восстанавливали. Большое количество жителей Варшавы, там, варшавяки, да, они были убиты практически. Да, и все почему? Потому что Варшава, вот она отвечала вашим представлениям об обществе. Да, жители Варшавы сплотились, да, они выставили против немцев боевые отряды, они сражались, героически сражались. Многие из них погибли, и город был разрушен.
Да, это вот один вариант поведения себя в ситуации, когда вот воюют гигантские армии друг с другом. И другой вариант Прага. Прага как была вот, Прагой, так она и осталась. Она не была Покуль там бегали спочатку немцы, потом русские, чехи сидели у бара и пили пиво. Вот, то есть Беларусь это такой вариант Чеха. Да, то есть как бы не нужно особо напрягаться. Вот когда такие гигантские армии сходятся друг с другом, нам, небольшим районом, да, чехов и белорусов их примерно одинаково по количеству, да, нам нужно сидеть и ждать, пока они друг друга поубивают. То есть как бы вот прокатывается немецкая волна туда, в Россию. Они все исчезнут. Прокатывается советская волна туда, в Берлин, и эти исчезнут. Все в итоге исчезнут, а мы останемся, и вот, а если что-то начнется, то мы будем как бы уклоняться постоянно. Я абсолютно понимаю, о чем вы говорите. Более того, я согласен с вами, что именно так процесс этот и происходит, но только я хочу обратить внимание вот на что. Мне кажется, что это свойство белорусов восточный сосед несколько веков тому назад прекрасно понял. И главное оружие, инструмент, который был использован против вот этого свойства белорусов, это была русификация. Как ни странно, язык. И обратите внимание, чехи, да, ходили, сидели в баре, говорили по-чешски. А здесь ездят на танках через Беларусь, да, устраивают военные базы. А говорят на каком? На русском. Давайте смотреть на это дело честно. Где вы услышите, кроме тех людей, которые действительно, так сказать, почуяли это и пытаются, и стараются изо всех сил это сохранить. А ведь язык, в каком-то смысле, он очень серьезным образом влияет на человека. Я не хочу использовать слово «ментальность», какое-то заезженное и глупое, но тем не менее, вот это имеется в виду. На языке мы все построены. Вот обратите внимание, вот я всегда говорю, смотрите, это не значит, что я не люблю русский язык, наоборот, я русскоговорящий человек, это материнский язык, я на нем вырос, я на нем живу, я им пользуюсь, я все делаю на этом языке, но тем не менее, я прекрасно понимаю, что это язык, который хорош для литературы, для поэзии очень, очень хорош. Единственное, в чем он плох, это на нем нельзя написать, сформулировать закон. Потому что на этом языке всегда можно найти в формулировке обходной вариант. Обратите внимание, он не точный в этом смысле. Он хорош для поэта, но плох для прокурора. И для адвоката, и для судьи. Но при этом прекрасен для жесткого авторитарного лидера, потому что... Для того, чтобы компостировать мозги. И вот, кстати, насчет авторитарного лидера, опять-таки. Смотрите, как затормозилось все. Ведь были здесь города в Беларуси когда-то. Я читал у Орлова в книге. И я знаю, были города, было Магдебургское право. А что такое города? Города – это те места, откуда начинается демократия. Ведь когда есть там кожевенники и красильщики, у каждых из них разные интересы. Эти интересы необходимо сочетать каким-то образом, необходим поиск компромисса, и отсюда начинается поиск демократии, отсюда начинается парламентаризм, начинаются выборы и тому подобное, да? Ведь было же это все. Но Орда, и это я не в оскорбительном смысле говорю, а я говорю о ментальности, опять-таки, ордынской. Посмотрите, как города даже сделаны. Они сделаны так, как в кольцевой системе, так, как на пастбищах быстренько разбивали свои лагеря, ордынские полчища, да? Вот эти города,
которые абсолютно не понимают, красоты демократии, не понимают необходимости демократии, а понимают только необходимость сильной руки. Там, где не властвует закон, там обязательно нужна сильная рука. Если закон не работает, если нет закона, права закона, значит, есть только право силы. Вот отсюда право силы. И вот это все принесли сюда. И это не характерно для белорусов. Это не составляло их принципов жизни. Но это изменили. И это сегодня, скажем, мы же видим, поддерживается во многом. То есть начинает меняться и исчезать та платформа, тот фундамент национальный, о котором мы сегодня говорим, на основе которой может родиться национальная идея. Чехи, да, они сидели в своих пивных, пили пиво. Я там тоже сидел, очень хорошие пивные, но они при этом не потеряли. Хотя я не буду их обсуждать, их, так сказать, поведение во время Второй мировой, как и, кстати, и поведение поляков, как и поведение украинцев, да и белорусов. Тоже у всех свои недостатки. Вот. Давайте говорить о белорусах или о России, которая является как бы братской страной и входит с нами в один, так сказать, в одно союзное государство. Здесь мы имеем право тоже использовать. Вот давайте все ж таки про гэтыя скрэпы, як бы не сапсаванае было слово, тым не менш. Вот вы азначылі дзве галоўныя скрэпы для нацыі і для того, каб пачаць фармуляваць нацыянальную ідэю. Гэта... Извини, можно я перебью сейчас? Ну, вот просто сейчас вот как бы был ответ, и в этом ответе прозвучало, что есть идея белорусской нации. Она здесь была, но она была до того, как пришли мы. Ну, вот в смысле, я же из Москвы понаехал. Да. Вот до тех пор, пока не приехали... А я понаехал из Одессы. Вот, когда понаехали вот люди примерно на меня похожие, вот здесь все закончилось. Да, и закончилось как бы лет 500 назад, 400 лет назад. Значительно позже. 300. Нет, 1863 год, последнее восстание Калиновского, после которого, по-моему, если я не ошибаюсь, и прозвучало это знаменитое «Солдаты сделали свое дело, остальное сделает русский язык». И поп. Вот. Да. Ну, в общем, вот, предполагается вот как. Так что, обратите внимание, всего лишь там 150 лет. Хорошо. То есть, предполагается так, что есть какая-то, есть возможность для белорусов стать нацией, вот, но есть вот 150 лет вот какого-то нашего, России, восточного присутствия здесь. И, в общем, суть в том, что нужно это восточное присутствие как-то вот его отменить, убрать, забыть и вернуться... Наждачкой снять. Да, и вернуться вот ко временам Калиновского, да, ко временам, когда здесь была демократия, насколько я понял. Ну, этого так не бывает в истории. Вернуться невозможно. Ну, я имею в виду вот то, что было при Калиновском, чтобы оно как-то вот в каком-то... Я понимаю, форме... вы адвокат дьявола, вы хотите сказать, что вы хотите мне предложить, чтобы я так сделал. Нет, я так не сделаю. Я думаю, что все должно идти совершенно другим путем. Хорошо. Путь, который я представляю себе. Конечно же, во-первых, конечно же, возвращение языка белорусского. При этом, как ни странно, я со многими своими друзьями белорусскомовными по этому поводу говорил, и они не всегда меня, к сожалению, понимают. Почему? Потому что вот это вот это желание по-быстренькому все сварганить и всех заставить, оно все равно в нас живет. Оно давным-давно в нас вложено, не можешь научим, не хочешь заставим. Да? Нет, ни в коем случае нельзя. Здесь, мне кажется, надо идти очень простым путем. Вот смотрите, задайте мне вопрос. Вот если бы это от меня зависело, какой государственный язык был бы в Беларуси? Який? Оба. Я бы не стал трогать. Ни белорусский, ни русский в этом смысле. Почему? Потому что
таким образом, таким способом я напряг бы огромное количество людей в Беларуси. Я напряг бы белорусское общество. Обратите внимание, здесь никогда не было насильственного насаждения белорусского языка, но здесь все время этим пугали. Лукашенко пугал. Он говорил, вот, уже собирались чемоданы уезжать в Россию. Придя поздняк, да, придя поздняк. Никогда здесь насильственно не вводился белорусский язык. Ну, этим пугали. Причем пугали не те, кто был носителем языка, а пугали их противники. Поэтому не надо пугать общество. Должен произойти другой процесс. Вот я говорю, ребята, у нас 2 языка государственных, да? Что из этого следует? Из этого следует, что любой государственный чиновник обязан владеть 2 языками. Если он не может владеть одним из языков, в данном случае белорусским, он не может быть государственным чиновником. Он не может попасть на службу. Ни один бюджетный человек не может быть бюджетником, если он не владеет белорусским языком. Почему? Потому что право выбрать язык принадлежит человеку, гражданину. И если вы, например, директор школы, даже русской, такие же тоже, безусловно, сохранятся, а я белорусскомовный, и пришел к вам и говорю по-белорусски, вы обязаны отвечать мне по-белорусски. Вы не имеете права выбирать. Вот о чем идет разговор. Если вы государев человек, если вы представитель государства. Вот, собственно говоря, та линия, по которой мы должны идти. Ребята, 2 языка – очень хорошо. Если ты не знаешь 2 языков, ты можешь идти в частный сектор, пожалуйста, к тебе будут приходить в ресторан, если ты им будешь владеть, если в твоем ресторане посетители только русскоговорящие или белорусскомовные, которым все равно, да? Но на государство ты работать не можешь. Отсюда мгновенно возникает, ведь это честный принцип, правда? Ну как это, вот, например, если вы в России, да, из Татарстана, например, да, и вы не владеете русским языком, вы можете стать депутатом Госдумы? Правда, сейчас за бабки все можно, но в принципе. Но в Татарстане смогу. Нет, а в России, по всей России. Державной Думы. Ну, почему? Татарстан, республика, государство. Да, ну как вы в Госдуме будете так по-татарски? Слушайте, если я татарин... Нет. Зачем мне это Россия? Господи, у меня есть мой прекрасный Подождите, Татарстан. а если к вам в Татарстане придет русский человек? Зачем? Как зачем? То есть вы согласны на то, что Россия развалится? Почему развалится? Ну как? Ну если в Татарстане приходит русскоговорящий к вам, а вы не знаете русского языка, то что должно быть? Ну вообще преподавание татарского языка в Татарстане, оно обязательно для всех жителей Республики Татарстан. Нет, я сейчас говорю о другом. Так русскоязычный... Вы не поняли, я сейчас не обсуждаю Татарстан, я вам дал пример. Если вы в России не владеете русским языком, можете ли вы быть государственным чиновником? Ну, скорее всего, нет. Но зависит от республики. В том-то и дело. Ничего вот из того, что я сейчас предложил насчет языка, нет ничего необычного. Если ты не владеешь одним из государственных языков, ты не можешь быть чиновником. Вот и все. Вот и все. Этот вопрос потянет следующий. Для того, чтобы знать язык, его надо учить. Для того, чтобы этому языку обучаться, должны быть учебные заведения, в том числе и высшие. Следовательно, необходим стране университет белорусскомовный. Стране необходимы самые разные курсы для развития белорусского языка. И самое главное, в обществе появляется импульс, появляется необходимость этим языком владеть. Вот и все.
У нас тут была в эфире Алена Маркова, исследовательница Беларуси 20-х годов, и она рассказывала, как в ее книге последней есть описание того, как здесь в Беларуси в 20-е годы тоже вводили двуязычие, и она переводила в примеры целые университеты, просто отказывались учить белорусский язык. Вот, и чиновники отказывались переходить на этот язык, и с ними было трудно совладать, потому что их физически очень много, с одной стороны, а с другой стороны, как бы это сразу фронта. Да, вам нужно будет как-то их напугать, чтобы они начали учить этот язык. Зачем напугать? Это же, мне кажется, что по закону это абсолютно нормально. Есть закон об мовах и закон об державной службе. Просто треба выконывать эти законы. Да, я прихожу на суд, Славу Сивчика судили, в очередной раз там ему какие-то сутки давали. Прихожу на суд и вижу такую картину. Слава Сивчик говорит судье: я белорусскомовный, я хочу, чтобы вы говорили со мной на белорусском языке. Она говорит: у нас двуязычие, у нас два государственных языка, будете слушать по-русски. То есть она, как представитель государства, выбирает язык, а язык должно выбирать не государство, язык должен выбирать человек. Вот и все. Таким чынам атрымліваецца, што на сённяшні дзень, галоўнае, я вяртаюся ізноў да, хай сабе гэтага слова скрэпы, нам для того, каб пачаць фармуляваць нацыянальную ідэю, трэба вот гэтыя дзве галоўныя скрэпы вярнуць, каб, можа быць, ім змацаваць наша грамадства. Гэта мова і гісторыя? Нет. Язык, безусловно, но здесь тоже очень длинный вопрос. Один очень длинный вопрос. Дело в чем. Дело в том, что все мы понимаем одну простую штуку, что если ты хочешь быть богатой и успешной страной, то ты в любом случае должен идти по пути демократии. Тут, во всяком случае, здесь, в Европе. И в Сингапуре, может быть, это иначе. Но в Европе это так. И не потому, что тебя заставляют, а потому, что другого хода нет. Демократия – это культура городов. Мы об этом только что говорили. Да? Теперь, почему демократия у нас не прививается пока что? Вы не задавали себе этот вопрос? Почему она не прививается? Она не прививается у нас по одной очень важной и очень глубокой причине. Один пример. Когда-то, кажется, в 97-м, когда Шрёдер шел в первый раз в канцлеры, по-моему, в году в 97-м, он меня пригласил пообщаться. Значит, я приехал в Берлин, мы с ним общались довольно долго и смешно. А потом, значит, у них там съезд был, их социал-демократов. А потом я, значит, с людьми этого круга, и не только, мы пошли попить пиво. Причем там были достаточно известные люди из мира культуры, искусства и так далее. Там был директор Берлинской академии Der Kunst, Академии искусств, Клаус Штек, мой хороший приятель в дальнейшем. Там были директора Берлинале, там были их ведущие телевизионные журналисты, там был их знаменитый певец Вольф Бирман, вот такой немецкий Акуджава, изумительно интересный человек. И мы сидим, пьем пиво, а у меня переводчица великолепная, которая мне вот так, сидя рядом, на ухо синхронно переводила абсолютно все, что происходит. Я немецкий не знаю. И, значит, мы сидим, Шрёдер, значит, вот там сейчас выборное напряжение, все, и они сидят и разговаривают, а она мне переводит. И я обалдел, услышав, поняв, о чем они говорят. Вот эта вся тусовочная элита сидит, и знаете, что она делает? Обсуждает программы Шрёдера и Коля. Вы представляете себе такое возможно у нас или нет?
чтобы собрались вот даже мы сели и начали бы обсуждать программу там Лебедько или Лукашенко или Путина, которой нет ни у того, ни у другого, да? У Лебедьки есть, а у этих нет, да? Или там программу Северинца, к примеру. Вы представляете себе, что это происходило бы? Нет. Теперь вопрос, почему? Я задал себе вопрос, почему я у нас такого не могу увидеть и услышать? Ответ оказался очень простым. Я спросил переводчицу, они что, всегда так? Она говорит, конечно, у них же у всех собственность, у них счета в банках. И все, что предлагается в программах, касается их самым прямым образом. Какой налог на недвижимость, какие будут ставки, рефинансирование и так далее. У многих из них есть свой бизнес и так далее. И это их касается напрямую. А теперь, учитывая то, что, несмотря на то, сколько мы сейчас сумели заработать и отхватить себе, неужели вы не понимаете до сих пор, что мы не собственники, мы люмпины? Мы люмпины с люмпиновскими мозгами. А те, кто сумел себе сделать сейчас деньги и ухватить какую-то собственность, они на самом-то деле не приверженцы демократии, они приверженцы хорошего контакта с администрацией, который позволяет ей это делать. Почему я заговорил о собственности? По одной простой причине. Только класс собственников, средний класс, устанавливает в обществе атмосферу, при которой поддерживаются законы в обществе. Именно этот класс следит за тем, чтобы законы свято соблюдались. Ведь невозможно построить общество демократическое без культуры соблюдения закона. Это самое главное. Без независимых судов. Вот мы говорим о независимых судах. А кто эти независимые суды будет защищать? От очередного Лукашенко, который будет по телефону командовать, как судить, что говорить. Или там от Путина и так далее. Нет. Должно быть общество, которое поддерживает закон. Я сидел в Штатах на маленьком плацу, пил кофе, маленькая кафешка, и там машин 12 помещалось. И кто-то сдавал назад, выезжал с этой площадки и слегка тюкнул другого, разбил ему подфарничек задний, да, и уехал, не заметил. Я посмотрел, в этот момент все, кто сидели в этой маленькой кафульке, взяли мобильники и начали звонить. У нас это называется, решили заложить, да? А у них это называется уважение к чужой собственности и защита этой собственности. Почему? Потому что в противном случае человек вынужден будет заплатить свои деньги, тот, которому разбили. И они все... Едешь по хайвею, а я люблю быстро ездить, как любой человек отсюда. А мне подруга говорит, не ускоряйся, не надо. Я говорю, да брось, ментов же не видно. Она говорит, так позвонят. Позвонят и скажут, что ты едешь, превышаешь скорость. Я говорю, что, настучат на меня? Он говорит, извини, это в том числе и их безопасность. Понимаете? Понимаете? Общество, которое поддерживает закон. Вот только тогда возможна демократия. Поддерживать закон можно только тогда, когда в стране есть средний класс собственников. Собственников. Не тех, которые с властью вась-вась и ухватили себе, а те, у которых есть свое нажитое, своя земля, свои какие-то кафе, свои предприятия, свои маленькие мастерские, а потом уже и большие, а потом и заводы и так далее. Но это все должно развиваться постепенно, нормально. Кстати,
Лукашенко это... Я не думаю, что он это философски понимает, нет у него для этого мозгов. Но нюх у него сумасшедший. Он не дает людям обрасти жирком и превратиться в средний класс. Он не дает этого, он уничтожает своего могильщика, он уничтожает, естественно, по Карлу Марксу. Спадар Юрий, ну і завершаючи програму, все ж таки, от ёсць нейкая у вас, паколькі вы разважалі ўсё ж таки на гэтую тэму, не, я так зразумеў з вашых слоў, вот ёсць, хай, можа быць, не нацыянальная ідэя, вот пакуль што для ўсёй Беларусі і для ўсіх беларусаў, а вот нацыянальная ідэя, в адпаведнасці з якой жыве рэжысёр Юрый Хашчевацкі. Это не называется национальная идея, это просто называется идея, по которой моя семья существует, и я надеюсь, будет существовать еще долго. Уже даже и когда нас с женой не будет, да? Ну, вот як яна гучыць? И причем она так существовала все время, еще и до нас. Это когда... Бабушки для того, чтобы накормить детей, разрезали яйцо на 4 части, вареное. Каждому по чуть-чуть. А голодуха была, понимаете? А все, что возможно, я думаю, что это хорошая идея, все, что возможно тебе сделать, создать, ради чего тебе необходимо трудиться, это все ради того, чтобы вырастить хороших детей. Вот это в моей семье в том числе. Хороших в самом широком смысле. В том числе и в политическом. Не в том смысле, чтобы он думал политически так, как я, а в том смысле, чтобы он относился по-честному ко всем процессам, которые вокруг него. Да? В том же образование. Образование прежде всего. Вот это самое главное. Вот сейчас уже, слава богу, с сыном разобрались, теперь внучка, теперь с внучкой. Вот та же замечательная, кропотливая работа, которую я рекомендую делать всем, потому что наши бабушки и дедушки знали главное, что самое лучшее вложение по жизни, которое ты можешь сделать, это вложение в своих детей. Я, конечно, говорю, что тех, кто придет с национальной идеей и будет ее предлагать, их надо изолировать. Я рискну и скажу вам главное, что вот эта идея о том, что, ребята, самое лучшее вложение – это вложение в детей, вообще может, ну, не то что национальной идеей стать, но идеей будущего для страны. По-моему, она звучит неплохо. Дзякуй. І я спадзяюся, што гэта ўкладанне ў нашых дзяцей мы будзем рабіць па-беларуску. Гэта невялічкі падаруначак ад Еўрарадыё і ад нашага партнёра крамы з нацыянальным каларытам «Сымбальбай». Дзякуй вялікі, спадар Юрый, што завіталі да нас. Дзякуй. Вельмі прыемна. Буду піць кофе. Дзякуй. Максим Гаруноў, Зміцер Лукашук, Юрый Хашчевацкі. Ідэя X на Еўрарадыё.